В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее яркие события, анализируем их с экспертами, подводим итоги. 11 февраля в ЦИК Абхазии завершилась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. В этот же день исполняющий обязанности главы администрации Сухумакан Кварчия сообщил о решении не баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании, заявил Кварчия в своем видеообращении. Он также обратился к избирателям, которые были готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах, сделать свой осознанный выбор, продиктованный желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии. Между тем, претендент в кандидаты на пост главы государства Адгур Ардзинба 10 февраля сдал экзамен на владение абхазским языком. По условиям, установленным лингвистической комиссией, кандидат в президенты рассказал о себе на абхазском языке, прочитал и пересказал своими словами текст на политическую тематику, написал изложение. Двоим претендентам в кандидаты президента Аслану Бжане и Леониду Дзябшева сдавать экзамен по абхазскому языку не нужно, так как они уже сдавали его в 2014 году, баллотируясь на пост президента. Таким образом, Центр избиркомом зарегистрирована одна политическая партия по выдвижению Леонида Дзябшева кандидатом в президенты и две инициативные группы по выдвижению на пост главы государства Аслана Бжаня и Адгура Ардзинба. В соответствии со статьей 8 Закона о выборах президента Республики Абхазия, регистрацию выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее, чем за 30 дней до выборов президента Республики Абхазия. Проблема собираемости платежей за электроэнергию не перестает быть актуальной. Напротив, она приобретает еще более острый характер на фоне организации перетока электричества из России. В то же время аварии на подстанциях и линиях электропередачи, несмотря на вроде бы стабильную подачу электроэнергии, совсем не редкое явление. То, что энергосистема страны работает на пике своих возможностей, ни для кого не секрет. И, как говорят специалисты, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере, нужны огромные финансовые вливания. РУП «Черноморэнерго» пытается реализовывать проект по установке электронных приборов учета в районах республики, что будет способствовать улучшению собираемости за потребленную электроэнергию. Однако население страны на такое нововведение реагирует негативно. Специалисты призывают обратить внимание на непростое положение дел и, как бы громко это ни звучало, проявить в этом стратегически важном вопросе гражданскую позицию. Репортаж Амелии Бисмарк. Веерные отключения. С этим грозным для каждого гражданина словосочетанием жители Абхазии познакомились несколько лет назад. Действительно крайняя мера для 21 века. Но как быть, когда иного варианта нет? Нынешней зимой, к сожалению, не помогло и это. Республике пришлось приобрести электроэнергию у России. Что касается цены, то сумма, которую заплатит государство за 2 месяца потребления, в несколько раз выше той, что собирается за год с абонентов. Сегодня свет в наши дома поставляется путем перетока по специальной линии, построенной для таких целей. Предусмотреть заблаговременно стоило и само приобретение у России электроэнергии, а не прибегать к экстренным мерам. Подобный пункт надо было заложить заранее при планировании российской инвестиционной программы, считает директор Института экономики Академии наук Абхазии Заур Шалаша. Саму инвестпрограмму заложить – это было бы лучший выход, чем снимать других проектов. Когда планируется заранее поставить проектную сметную документацию и доказать, обосновать российской стороне вот именно эти расходы на эти мероприятия. Энергосистема республики требует масштабной модернизации. Решение проблемы в глобальном смысле может быть найдено в строительстве параллельных источников. По мнению Шалаша, будущее за новыми гидроэлектростанциями. Я перенаправил в госкомпанию «Черноморэнерго» ученые, которые занимаются этой проблематикой для создания альтернативной энергетики в Абхазии с учетом наших условий. И документации, научное обоснование и так далее находится, я уже сказал, в компании. Это должны специалисты оценить. Несколько разных вариантов проектов предлагают. И я экономист, я могу экономическую оценку какую-то дать, но техническую оценку, экспертизу должны дать специалисты. И в этом плане, я думаю,
Этим вопросом надо капитально заняться правительством нашим. Необоснованно надеется выполнить масштабные преобразования в данной сфере за счет средств, которые государство собирает с жителей в качестве оплаты за электроэнергию. Однако, если не начнут платить по тарифу, это может привести к плачевным последствиям, не говоря уже о планах по обновлению системы. Как известно, в республике с этим ситуация непростая, и если юридические лица более-менее добросовестно оплачивают счета, то с физическими все гораздо сложнее. Чтобы упорядочить базу абонентов и организовать контроль за потреблением, в Абхазии начали реализацию государственной программы по установке приборов учета. Жители приняли подобное нововведение, мягко говоря, в штыки. Местные жители реагируют в большей степени негативно. Здесь есть ряд факторов. Если конкретно взять пример вот это село Пщап, да, вот жители собрались, заявили письменно о том, что у них нет возможности оплачивать по прибору учета, они отказываются от прибора учета и готовы со своей стороны, в содержании письма указано, оплачивать 600 рублей в месяц. Вне зависимости, понятно, да, без прибора учета это вне зависимости от потребления. То есть это своего рода безлимитный тариф. Мы не имеем права, так скажем, остановить этот процесс, потому что если мы не будем продвигаться в этом направлении, мы все пострадаем, и у всех у нас никогда не будет хорошего качества электроэнергии в домах. А протестовывать установку счетчиков фактически означает быть против качественной электроэнергии. Все это необходимо разъяснять людям простым языком. Подготовка жителей должна стать еще одним важным пунктом программы. Любое решение, принимаемое органами госвласти, госуправления, в том числе по обеспечению электричеством, электроэнергией населения, надо предварительно провести с населением, проживающим в разных регионах, работу, чтобы они понимали, о чем речь идет, какая будет у них, какое преимущество, какие будут недостатки в этой системе. Потому что всякое новое, у нас внедрение новых технологий, новой системы любого встречает вот такое сопротивление. Я считаю, что Черноморэнерго правильным путем идет. Единственное, я думаю, чтобы мы, граждане, проживающие в Абхазии, должны понимать, что за электричество надо платить. Его не может никто поставить у нас бесплатно. Сами жители аргументируют нежелание устанавливать приборы учета социальными проблемами. И здесь необходимо вернуться к разговору о льготах. Черноморэнерго предлагает пересмотреть категории льготников на законодательном уровне в пользу многодетных малоимущих семей, инвалидов, а также иных социально незащищенных слоев населения. Наши предложения по пересмотру категории льготников находятся в парламенте. Очень надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос снова будет актуален в парламенте, потому что идет установка прибора учета. Остановить этот процесс мы не можем. Надо дать людям возможность этой льготой воспользоваться. Пересмотреть стоит не только льготы, но и сам тариф. Он может быть дифференцированным в соответствии с доходами и социальным статусом гражданина. Дословно это должно работать следующим образом. Хорошо зарабатываешь, за свет платишь больше, считают в Институте экономики АНА. Имеющие большие доходы, больше доходов, платят большие налоги по ставкам. А вот здесь тоже можно по аналогии ввести, но в зависимости от потребляемой энергии. Здесь можно так приравнивать к этому, а так не голословно. Потребляет больше энергии, потому что у нас начали в последнее время свои дома больше отапливать, там теплые полы и так далее, много. Вот это надо все рассматривать, потому что у одних лампочка горит одна, или холодильник, телевизор, а у других намного больше. Поэтому можно ввести и дифференцированные ставки платежей. 40 копеек можно ставить за малоимущих слоев населения граждан, а здесь можно и пересмотреть, дам 60 копеек, 80 копеек, это надо расчеты. Тариф, официально установленный в Абхазии, является одним из самых низких на всем постсоветском пространстве. Если проводить аналогию с какой-либо другой страной, в пример можно привести только Туркменистан, где до недавнего времени вообще не платили за свет. Но в последние годы власти приложили усилия, чтобы ситуация изменилась. Поговорив с людьми на улицах Сукума, выяснилась еще одна причина неоплаты за электроэнергию – недоверие к контролерам. Надо как-то из кризиса этого выходить, помогать государству справиться, иначе сядем без света и прочее. Вот. Ну а с другой стороны, надо еще и контролировать контролеров, которые ходят по домам и берут за оплату
и в карман еще ложит. И такие вещи тоже бывают. Как известно, с каждым годом в Абхазии растет потребляемость электроэнергии. С одной стороны, это положительный фактор, значит, экономика развивается, а с другой стороны, энергосистема республики не выдерживает подобных нагрузок. Здесь стоит отметить, что по объему потребления Абхазию нельзя сравнивать с другими странами, где существуют альтернативные электричеству источники питания. У нас, в отличие от других стран, отсутствует альтернатива электроэнергии. Соответственно, все объекты, в том числе и гостиницы и так далее, они, рассчитывая свое электропотребление, они опираются на то, что это все будет за счет электричества. И тот резерв, который они для себя бронируют в виде трансформатора, там, скажем, зачастую в гостинице это 250 или 400 киловатт, а может быть 1000 киловатт, в зависимости от размера гостиницы. Но в других странах, где есть альтернатива, где есть отопление и так далее, этих же размеров гостиницы она будет устанавливать трансформатор не более чем в 100 киловатт, и то с резервом. Этот фактор порождает еще одну проблему, а именно полное отсутствие культуры потребления у жителей республики. Если представители старшего поколения еще хоть как-то следят за тем, чтобы выключить лампочку в пустой комнате или выдернуть вилку из розетки по ненадобности, то молодежь зачастую об этом даже не задумывается. Люди привыкли к бесконтрольному потреблению, люди привыкли к тому, что покупая приборы какие-то, устанавливая печи и так далее, они вообще даже внимания не обращают на то, сколько этот прибор потребляет. Люди, которые дисциплину потребления имеют, они перед покупкой прибора, они задумываются о том, там, сколько киловатт он потребляет, как отразится это на моих счетах и так далее. Ну, в развитых странах, да и в России, везде, где есть учет, это имеет место. Потому что ты должен исходить из своих возможностей. Ты можешь поставить 5-киловаттную печь, которая за 10 минут тебе обогреет всю комнату. Но это же отразится на счете за электроэнергию. Значит, надо киловаттную хотя бы поставить и так далее. У нас этого совершенно нет. Из-за того, что учета не стоит, люди за этим не следят. Нельзя обойти стороной и запрещенную в республике майнинговую деятельность. Специалисты то и дело обнаруживают фермы по выработке криптовалют, на которых затрачиваются серьезные мощности электроэнергии, что, соответственно, несет в себе значительную нагрузку на сети, не предназначенные под данную деятельность. Все обозначенные выше факторы складываются в одну глобальную проблему, от которой нельзя отстраниться и забыть. Отсутствие электричества без стеснений напомнит о себе не только холодной комнатой и пустым холодильником, но и деструктивными изменениями в социально-экономической сфере. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани для событий недели. В Сухуми в рамках круглого стола на тему «Абхазия-2020. Пошаговые действия по выходу из кризиса», организованного Центром социально-экономических исследований Абхазии, обсудили социально-экономическую ситуацию в стране. Во встрече приняли участие ученые, политики и общественные деятели. Хотя формат мероприятия предполагал активное обсуждение, времени на это не осталось, так как прозвучало 2 основных доклада и порядка 10 выступлений. Гугу Цавардания расскажет о главном. Социально-экономическая система Абхазии, формировавшаяся на протяжении последних десятилетий, пребывает в состоянии системного кризиса, а продолжительный трансформационный процесс в условиях отсутствия эффективной государственной политики вызывает большие изменения во всех сферах жизни общества, считают эксперты. В подтверждение этому они приводят факторы, сдерживающие экономический рост страны. Чтобы республика смогла развиваться, стране необходимо ответить на вопросы кризиса, и таким ответом, по мнению ученых, может стать переход к новой социальной практике, предполагающей реформирование общества, в первую очередь системы власти и управления. Парламент избирает из своего состава президента и председателя Совета министров. После избрания их одного президентом, а другого председателем, естественно, парламент проводит дополнительные новые выборы в тех избирательных округах, откуда они были избраны. Самое главное здесь не только сокращение числа выборов, которые мы проводим в течение 5 лет. Мы можем этим самым в течение 5 лет 1 раз проводить выборы, как выборы в парламенте и выборы местных органов самоуправления. По словам ученого, к великому сожалению, кризис в нашей стране признают не все, и поэтому бороться с ним сложно, потому что многие приспособились к сложившимся реалиям и не хотят ничего менять. Из этой психологии
мы никак выбраться пока еще, к великому сожалению, не можем. Для выхода из кризиса необходимо развивать сельское хозяйство. Участники круглого стола отмечают, что в нашей стране есть все для этого. Трудовые ресурсы, плодородная земля. Работа в этом направлении, по мнению ученых, должна быть организована двумя способами. Мы, специалисты сельского хозяйства, предлагаем два способа возрождения абхазского села. Первый способ – это создание, развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств. На основе развития личных подсобных хозяйств, на основе создания крестьянских фермерских хозяйств можно выйти на создание кооперативов. На эффективное и стабильное развитие национальной экономики сильно влияет теневой сектор, доля которого, по мнению участников круглого стола, велика. В последнее время в республике сформировалась масштабная система теневой экономики, которая требует активных и эффективных мер противодействия со стороны государственных органов власти и управления. По экспертным оценкам, объем теневой экономики в нашей республике составляет около 50-55% ВВП, что затрудняет оценку состояния и прогнозирование происходящих социально-экономических процессов, а также снижает эффективность системы госрегулирования экономики, порождает и питает коррупцию и негативно влияет на имидж государства. В работе круглого стола также принял участие Аскарбий Джигириев. Выслушав предлагаемые учеными пути выхода Абхазии из системного кризиса, председатель Республиканского адыгейского общественного движения «Старейшины Адыги» выразил свое мнение по этому поводу. Если вы думаете, что вы перейдете в парламентскую республику, все будет хорошо, то это глубоко ошибочное мнение. Если вы думаете, что Конституция Российской Федерации уникальна, тоже глубоко ошибочное мнение. 73% в Конституции России формируют политические темы, начиная с первой статьи. И поэтому политическая доминанта глушит все остальное. Но ввиду того, что 100 миллиардов более объявились, они вросли в эту систему, сформировалась целая система офшорократии. И меня удивляет мнение философов, политологов, социологов, которые говорят, парламентская система, когда мы будем провозглашать выход на голосование 25%, и у нас остается народная какая-то республика. В завершении круглого стола участниками мероприятия было принято заявление «Рекомендация», в котором обозначены главные шаги по выходу из затянувшегося в стране кризиса. Документ будет направлен на рассмотрение вновь избранному президенту Абхазии. Гугуса Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Действительно ли страна находится в глубочайшем кризисе? И возможно ли реализация программы, предложенной ЦСИ? После круглого стола мы побеседовали с научным сотрудником Центра, экономистом Илоной Мирсхулава. Илона, только что завершилась презентация программы, которая была разработана Центром социально-экономических исследований под названием «Абхазия-2020. Пошаговые действия по выходу из кризиса». В чем, на ваш взгляд, кризис в Абхазии? Ведь многие считают, что это обычные демократические процессы происходят у нас в стране. Мы характеризуем кризис как системный. Это не просто кризис, который возник сегодня, вчера. Этот кризис, по нашему мнению, появился буквально сразу же после Отечественной войны народа Абхазии. Это не просто слова «кризис», да, потому что кризис, многие люди понимают его по-разному. Да. Некоторые ассоциируют его с какими-то серьезными разрушительными процессами, некоторым просто знакомо это слово. В некоторых случаях мы, экономисты, говорим, что кризис – это не всегда разрушение, потому что кризис несет в себе элементы санации, то есть неэффективные, невыгодные структуры, они просто самоликвидируются в условиях кризиса. Поэтому кризис – это не всегда плохо. Но данный кризис, который разразился, можно сказать, в нашей стране, он несет серьезные негативные последствия. И подтверждением тому, естественно, являются те императивы, те показатели социально-экономического развития, которые мы на сегодняшний день имеем.
Вот если вы заметили, Хатун Акакиевна сегодня в своей презентации, да, предлагала, демонстрировала две таблицы изменений социально-экономических показателей за предыдущие 3 пятилетних периода. И последний пятилетний период с 2014 по 2018 год как раз-таки явно демонстрирует, что у нас серьезный экономический кризис, серьезный политический кризис, структурный кризис, у нас кризис власти, у нас кризис морально-этический, то есть кризис, который проникает практически во все сферы жизни общества нашей страны. Ну, к примеру, приведу такие цифры. Значит, уровень занятости населения у нас из года в год сокращается. То есть, если в предыдущие пятилетки у нас в течение 5 лет рабочих мест создавалось порядка 2500, то в последние пятилетки это всего лишь 454 рабочих места. Это очень мало для экономики Абхазии, тем более, что мы с вами знаем, какой у нас высокий уровень безработицы. Это не просто слова безработицы, это тоже действия, которые подтверждены в том числе и социально-экономическими исследованиями, которые мы проводим. Это исследование занятости чисто вот в госструктурах населения или только экономически? В госструктуре там, по-моему, все в порядке. Речь идет о частном секторе, и речь идет о той категории людей, которые проживают в сельской местности. К большому сожалению, вновь введенный Трудовой кодекс в 2017 году, да, который отменил, в свою очередь, закон о занятости населения от 1991 года, он совершенно не классифицирует вообще категорию занятых. То есть мы сегодня даже не можем для себя определить, кто такие занятые. Единственное, что прописано в кодексе, это занятым человеком считается тот, который работает и получает какое-либо вознаграждение за свой труд. Ну вот у меня тогда вопрос, а как мы отнесем сельчанина, живущего в селе, выращивающего какую-то продукцию, привозящую на рынок, реализующую там, получающую какой-то доход, что-то покупающий и везущий к себе домой, как мы классифицируем его? Безработным? Ни в коей мере. В старом законе о занятости, более того, даже домохозяйки считались занятыми, несмотря на то, что они нигде не работали и не получали никакого дохода. Тем не менее, вот эта тенденция о безработице, она действительно прослеживается из года в год. И предыдущие исследования показали, что достаточно высокий процент респондентов оценивает достаточно высокий уровень безработицы. Если сегодня мы повторим это социологическое исследование, спустя вот 5 лет, да, сохранив репрезентативность исследования, я вас уверяю, что мы получим цифры гораздо хуже. Потому что сейчас мы работаем в одном небольшом проекте, и вот буквально мы объездили 9 городов Абхазии, встречались в основном с женщинами и задавали им такой вопрос: что же мешает вам организовать свой быт, что мешает вам и что мешает вообще Абхазии в развитии. Все они отвечали, практически все отвечали одинаково: высокий уровень безработицы. Удивительно, потому что, учитывая тот кадровый голод, который испытывают практически во всех структурах, во всех организациях, даже на госслужбе, да, и постоянно говорится об этом, что в Абхазии не хватает квалифицированных кадров, причем как с высшей квалификацией, так и среднего звена. И тут же высокий уровень безработицы. Более того, у нас огромное количество трудовых мигрантов, которые мы наблюдаем, да, вокруг себя. Но в силу, видимо, нашей ментальности, в силу особенностей нашего воспитания, не каждый согласен идти на подобную работу. Более того, на столь низкооплачиваемую работу не хотят идти абсолютно наши граждане. Вот здесь, наверное, скорее всего, причина в этом и заключается, что низкая заработная плата. Хотя есть другая категория людей, которых не привлекает вообще заработок, но привлекает, скажем, занимать какую-то определенную должность в том же самом ведомстве, в министерстве, в администрации президента и так далее. Ведь мы с вами знаем, что там недостаточно высокие заработные платы, да? Поэтому
Психология-то у людей разная, но тем не менее статистика такова, а мы, экономисты, должны оперировать официальной статистикой, только данными официальной статистикой. И как раз эти данные свидетельствуют о том, что у нас всего 30% трудоспособного населения официально заняты. В конце 2019 года очень бурно обсуждался бюджет 2020 года. По итогам своего анализа вы говорите, что доля собственных доходов падает постоянно в бюджете, и что для того, чтобы выровнять ситуацию, необходимо наряду с борьбой с коррупцией и выводом экономики из тени налоговое реформирование. Вот хотелось бы немножко поподробнее от вас услышать, какие именно налоговые реформы нужны. По формированию бюджета 2020, его структуре, на нашей площадке был проведен круглый стол, в котором мы детально изучили и разобрали и доходную часть бюджета, и расходную часть этого бюджета. Какие изменения в нем произошли? Ну, практически никаких, за исключением того, что расходная часть бюджета выросла, и выросли расходы на финансирование органов власти и управления, практически на 300 миллионов. А расходы на национальную экономику Абхазии сократились почти на 1 миллиард. То есть здесь не надо быть экономистом, чтобы понимать, что этот бюджет не является бюджетом развития. Более того, он, может быть, не будет даже реализовывать те текущие мероприятия, которые были в нем запланированы. Почему происходит такое? Бюджет формируется на основе индикативного плана, который разрабатывается в Министерстве экономики. Этот индикативный план, он является своего рода сбором информации с различных ведомств, предприятий, отраслей, из районов собирается эта информация. И вот таким образом формируется бюджет, то есть на какую сферу экономики, сколько необходимо денежных средств, там, допустим, закладывается какой-то коэффициент роста, и таким образом складывается этот бюджет. Другое дело, что если посмотреть, в частности, доходную часть бюджета, да, то собственные доходы бюджета практически не меняются. Они уже на протяжении 3-4 лет остаются в районе 4,7 миллиарда рублей. Ну так может Более ли быть того, он бюджетом роста, если конечно не меняются собственные доходы? Конечно же, не может быть. Более того, 40% практически доходной части формируется за счет косвенных налогов. А косвенные налоги – это те с вами деньги, которые мы платим при покупке каких-либо товаров в магазине. Налоговое реформирование. Кто является вообще инициаторами этого налогового реформирования? Ну, насколько мне помнится, само Министерство по налогам и сборам, оно не является инициатором реформирования какого-либо налога или системы в целом вообще. Они ссылаются и на объективные факторы, и на субъективные. Например, они ссылаются на то, что система реформирования она приведет к другому администрированию налогов. Для этого нужны определенные средства, то есть нужно менять программы, нужно менять администраторов, да, и сделать это очень сложно. Но с другой стороны, мы ведь в первую очередь должны подумать о тех людях, которые являются налогоплательщиками, и поэтому мы должны создать тот фонд, который будет удобен именно им. Вот сегодня выступление Абессалома Алексеевича Кварча, да, является ярким подтверждением тому, что вот действующий на сегодняшний день закон о налоге на добавленную стоимость, он является, ну, с одной стороны, стимулирующим для сбора средств в государственный бюджет, даже не стимулирующим, а более выполняющим фискальную функцию. И он действительно выполнил свою эту фискальную функцию на момент его принятия. То есть 16-17 годы они были достаточно показательными. Но когда у предпринимателей появилась возможность очнуться от того, что происходит, конечно, пошли серьезные проблемы. Действительно, налог не выдерживает своей нагрузки, предпринимателям очень тяжело, большинство предпринимателей ушли в тень,
в лучшем случае. В худшем случае очень многие из них просто обанкротились и просто закрыли Я свою немножко здесь деятельность. не совсем понимаю, так как НДС практически ложится на обычного обывателя, да, то есть НДС платим мы, рядовые покупатели, приобретая тот или иной товар, он включен, даже в чеке всегда приходит, да, оповещение, что там, с учетом НДС или без учета НДС. Так почему предприниматели страдают из-за введения этого налога? Потому что с введением НДС, естественно, все товары имеют тенденцию к росту. То есть происходит подорожание этого товара ровно на стоимость введенного НДС, а то и может быть и более. И снижается таким самым покупательная способность людей. Ну, могу массу примеров привести, когда, например, просто закрываются магазины вследствие того, что их продукцию никто не покупает. Вот даже на территории города я наблюдаю, очень много мебельных магазинов закрылось, потому что мебель не является предметом первой необходимости. И при выборе, скажем, покупки, да, человек думает, что же ему купить, продукты питания сегодня, либо какую-то другую вещь вторичной потребности. И вы думаете, что И основная получается- причина все-таки НДС, а не снижение общей покупательной способности граждан, учитывая инфляцию, учитывая Безусловно, рост эти цен, фа- учитывая то, что у нас заработная плата уже на протяжении последних 5-6 лет точно не меняется, и Безусловно. мы остаемся на том же уровне доходности. Совершенно верно. Эти факторы тоже влияют на покупательную способность, тем более мы с вами наблюдаем, да, что практически роста заработной платы не происходит в нашей стране за последние 5 лет. Это всего лишь вот за 5 лет всего лишь на 800 с лишним рублей произошел рост заработной платы. В то время как до признания Абхазии в очень сложные времена, после блокадные времена, заработная плата увеличивалась вот, в течение 5 лет практически на 3000 рублей. Для многих это очень ощутимый показатель, ну, для некоторых, может быть, и нет. Защитники налога, введения налога на добавленную стоимость, аргументируют это тем, что введение НДС было в основном обосновано и тем, чтобы поднять местного производителя, да, защитить его и Держать сделать его. его конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынке. Совершенно верно. Только, по-моему, нет особых примеров для того, чтобы на практике продемонстрировать вот этот целевой посыл, который был заложен изначально. Опять-таки вернемся к численности занятых. В частном секторе они снизились на почти 500 человек. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас практически не создаются новые рабочие места, тем более в таких сферах экономики, например, как сельское хозяйство, промышленность, туризм и так далее. Да? Поэтому вот эти вот приоритетные отрасли экономики, они не занимают лидирующих позиций в структуре ВВП. Поэтому действительно этот посыл, ну, можно сказать, очень демократичный, да, но тем не менее он не дал абсолютно никакого эффекта и не дал никакого результата. Хотелось бы с вами обсудить стратегию социально-экономического развития Абхазии, которая вот была разработана Центром стратегических исследований и при вашем непосредственном участии до 2025 года. Какую вы видите перспективу реализации этой стратегии? Она была принята почти уже 4 года, да, назад, в 2016 году, если мне не изменяет память, и утверждена была в 2016 году, но как бы на бумаге осталась, так она и не реализована. И есть ли шансы до 2025 года хотя бы какие-то пункты этой стратегии реализовать? Перспектива у стратегии может быть даже и мрачная, до тех пор, пока не будет глубокого понимания в необходимости этого документа и не будет политической воли, которая бы взялась бы за реализацию этой стратегии. После принятия в 2016 году президентом Хаджинова было подписано распоряжение о том, что Кабинету министров поручается разработать на базе этой стратегии программу социально-экономического развития. Мы действительно очень часто встречались с президентом, обсуждали этот вопрос, и мы имели серьезное понимание в его лице. Почему? Потому что, когда презентовалась стратегия, это было в феврале как раз 2016 года, по-моему,
Рауль Джумкович был единственным из представителей органов власти управления, который изучил этот документ. Можно сказать, прочитал его от начала до конца. Он был действительно глубоко погружен и очень поддерживал нас в тот период. И мы действительно имели такое, вот, знаете, понимание того, что мы будем работать дальше. Но и не знаю, что произошло, вот распоряжение президента не было выполнено. Кабинет министров не приступил к формированию рабочих групп по разработке стратегии. И таким образом эта стратегия легла в стол. Конечно, есть еще большой шанс для того, чтобы приступить к реализации этой стратегии, потому что действительно те механизмы, те инструменты, которые заложены в ней, они позволят сдвинуть вот этот вот камень, да, с мертвой точки, можно сказать. Вот все будет зависеть, наверное, сейчас от этого 2020 года. Он будет своего рода решающим, переломным, потому что даже вот в прогнозных сценариях у нас 2020 год обозначен как контрольная точка роста. То есть, если действительно кабинет министров нынешний, да, будущий президент, если у него будет понимание в том, что действительно необходимо приступить к разработке программы. А что такое программа? Программа это уже не стратегия. Стратегия это некий вектор, направленность развития, да, в котором прослеживаются определенные направления развития. Программа это конкретный план действий. План действий с непосредственными сроками реализации тех или иных проектов, с конкретными объемами финансирования на тот или иной проект или на ту или иную отрасль, с конкретными ответственными исполнителями и ожидаемыми результатами. То есть программа, значит, когда вот мы подали, значит, документ в администрацию президента именно о том, как нужно приступать к разработке стратегии, у нас было уже даже расписано технико-экономическое обоснование. То есть предполагалось 16 подпрограмм в рамках этой программы. Каждая эта подпрограмма имела уже своего, скажем так, руководителя этой программы. Были подсчитаны приблизительные объемы финансирования для формирования этой программы. Потому что в самой стратегии, вот в 4 главе, даже были отмечены первостепенные шаги, первостепенные программы, которые нужно было делать уже на тот период. Конечно, мы опаздываем, но надежда есть, и, безусловно, мы должны двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, эта государственная программа нам действительно необходима, потому что именно там будут прописаны все пошаговые действия. И вот, возвращаясь к вопросу о реформировании налоговой системы, знаете, отдельный вот этот точечный проект реформирования системы, он тоже ничего не даст, если он не будет гармонично вписан вот в эту программу реформирования, программу развития, потому что он будет являться таким непосредственным сегментом, связующим звеном как раз в реализации каких-то других проектов. Почему? Потому что вот механизмы реализации стратегии, например, правовые механизмы, они конкретно уже расписывают, какие законы нужно принимать под тот или иной проект. Поэтому и не будет таких упреков и к законодательной ветви власти, что они просто принимают законы непонятно какие, непонятно для чего и так далее. А вот в рамках программы как раз уже будет сформулирован тот пакет необходимых законопроектов, которые нужно будет принимать вот в ходе реализации этой программы. Понимаете, это очень такое связующее звено, и выпадение одного звена из вот этой цепочки, оно, конечно, будет влиять на общий результат. И на реализацию всей программы. Конечно, и на реализацию программы в частности. Вот здесь вот в реализации программы все-таки основная часть, основные пункты касаются именно реформирования законов, в том числе внесение изменений в Конституцию, реформирование налогового законодательства, выборного законодательства. И даже вот один из пунктов конкретно говорит о том, что необходимо перераспределение полномочий, да, между ветвями власти, переходить, возможно, даже к парламентской системе
правления. Какие надежды вы возлагаете на реализацию вот именно этих пунктов, учитывая, что вот третий год, как парламент 6-го созыва приступил к исполнению своих обязанностей, и многие законопроекты, на мой взгляд, важные для страны, они как бы очень подолгу рассматриваются в парламенте, не находят отклика у депутатов, несмотря на их важность. Тот же закон о борьбе с оргпреступностью, да, тот же закон внесения изменений в закон об НДС, законопроект о декларировании доходов и расходов госчиновников и депутатов был принят, но, конечно, тоже там много вопросов. Вы знаете, дело не в том, есть ли надежды или нет надежды. Дело в том, что действительно необходимо что-то менять. Те изменения, которые предлагаются в законодательстве, я не знаю, по какой причине вот они не поддерживаются, хотя они действительно нужны. Но вот, как вы говорите, закон о не закон, а там, скажем, о распределении полномочий. Ну, на сегодняшний день, видимо, когда принималась Конституция Абхазии еще в 1994 году, были немножко другие условия. Тогда нам нужна была сильная президентская власть, которая контролировала бы в своих руках серьезные полномочия. Ну, к большому сожалению, сегодня запрос времени таков, что эта система дала определенный сбой, поэтому нужно что-то менять. Изменения можно как раз-таки через вот эту смешанную систему, то есть через распределение полномочий. Возможно, и это не даст никакого результата, но мы должны действительно что-то делать, мы не должны сидеть на месте, мы должны пробовать, потому что вот эти распределение этих полномочий действительно даст возможность нести ответственность в первую очередь, потому что сегодня, как мы видим с вами, мера ответственности – это совершенно нивелированный фактор. Никто не несет никакой ответственности абсолютно ни за что. Все делают все, что угодно. Вот. И вплоть до того, что, допустим, многие чиновники принимают неверные решения, и при этом они либо продолжают занимать свои должности, либо они в лучшем случае переходят на должность выше, да, по статусу, по иерархии. Поэтому, безусловно, нужно что-то делать. И, возможно, эта модель принесет определенные плоды. Нужно пробовать. С 1 января за замену просроченных российских загранпаспортов стали взимать консульский сбор. Население Абхазии оказалось не совсем готово к такому нововведению. Теперь, помимо госпошлины, за сам паспорт так называемым нарушителям придется заплатить дополнительную сумму. В связи с этим, в месте обработки информации и подготовки пакета документов на замену паспортов в городе Сухум Позванба 9 стали скапливаться большие очереди. Люди спешат сдать документы, пока срок действия их российского загранпаспорта не истек. Стоит отметить, что сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта. Чтобы избежать очередей и обеспечить возможность гарантированной подачи анкеты в день обращения, консульский отдел посольства России в Абхазии принимает граждан по предварительной записи, а людей с истекающим сроком действия паспорта записывают на прием в приоритетном порядке. Время принятия анкеты на оформление загранпаспорта не должно превышать 10 минут. Мы в первой половине дня за 4 часа силами 2 сотрудников принимаем 50 анкет на оформление загранпаспортов сроком действия 5 лет. И в среднем 55 анкет на оформление загранпаспортов сроком действия 10 лет. Таким образом, срок, установленный регламентом, мы сокращаем в 2 раза и принимаем в целом 100 граждан в день по вопросам оформления гражданам России загранпаспортов. Во второй половине дня осуществляется выдача готовых паспортов. В день мы выдаем около 75 готовых 5-летних загранпаспортов и около 20 10-летних. С тем, чтобы заявители, обращающиеся за оформлением 5-летних паспортов, а таковых сейчас подавляющее большинство, могли гарантированно подать анкеты в день обращения в консульский отдел, введена запись на прием. Речь, повторюсь, идет о 5-летних паспортах. С
7 февраля на КПП ПСОУ и КПП «Ингур» в связи с опасностью распространения коронавирусной пневмонии введены временные ограничительные меры по въезду мигрантов на территорию Абхазии. В частности, въезд запрещен гражданам Таджикистана, Узбекистана, Китая, Северной Кореи и Киргизии. За время работы Государственной миграционной службы только в период с 7 по 11 февраля на КПП ПСОУ был запрещен въезд на территорию Абхазии 47 гражданам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. По словам работников миграционной службы, после отказа во въезде иностранные граждане не возмущаются и с пониманием относятся к ситуации. Граждан Китая, Кореи или Японии, желающих въехать в страну, пока выявлено не было. Ограничительные меры не распространяются на мигрантов и туристов из других республик. По статистике на КПП ПСО в год оформляется более 3000 разрешений на работу и виз. Ограничения на въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним, будут действовать до 7 марта 2020 года. 15 февраля исполняется 31 год со дня окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана. С этим днем воинов-интернационалистов поздравил министр обороны Абхазии, генерал армии, ветеран афганской войны Мираб Кишмария. 15 февраля – праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Доблестные сыны Абхазии плечом к плечу со своими боевыми товарищами со всего Советского Союза выполняли воинский, патриотический и интернациональный долг перед Родиной, говорится в частности в поздравлении Мираба Кишмария. В тексте поздравления также отмечается, что, как и на любой войне, в Афганистане не удалось избежать потерь, но память о погибших товарищах навсегда осталась в сердцах их боевых друзей. В Гулрипше состоялся очередной республиканский съезд армянской общины Абхазии. В повестке дня два вопроса: отчет о проделанной за 3 года работе и выборы председателя. Согласно уставу армянской общины, председатель избирается на съезде делегатами раз в 3 года. Подробности в репортаже Эсмы Голанцы. За последние 3 года армянской общиной реализовано немало задач, среди которых содействие культурному, образовательному и социально-экономическому развитию армянского населения Абхазии. Многие проекты община осуществляет в тесном взаимодействии с абхазами и другими народами, проживающими в республике. Армянская община – это общественная организация, которая занимается сохранением языка, культуры, обычаи, традиций быть армян. И потому все наши рабочие моменты, в основном 90% связаны с этим. На сегодняшний день у нас в республике 24 государственных армянских школ. И мы, армянская община, обеспечивает всеми необходимыми учебниками, учебными пособиями, наглядной агитации, литературой. И, естественно, наша связь с исторической родиной, особенно это Министерство диаспоры Армении и Министерство образования и науки Армении. За последние годы у нас очень тесные взаимоотношения, и потому в этой области образовательной у нас проблем нет. Мы помогаем государству, восстанавливаем, строим школы. Глава районной администрации Аслан Барателья подчеркнул дружественные и продуктивные отношения, сложившиеся с армянской диаспорой района. Мероприятия, которые проходили здесь, проходили на ноте сдружения наций и национальностей. На моем веку всегда так было. 27 лет в Гулрипском районе нахожусь. Ни разу отсюда не выезжал, ни на какие должности не уходил. Я приобрел здесь массу друзей. И не только друзей, единомышленников, друзей. Я не знаю ни одного армянина, вот здесь много моих гулрипцев здесь сидит, не знаю ни одного армянина, который может сказать, что я был у Аслана, и мы с ним поссорились, не смогли общий язык найти. Как позитивно оценил работу общины председатель армянской диаспоры города Сочи и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В связи с тем, что я сам выходец из Абхазии, это есть село Сальме такое. На этой земле быть в общественной организации, как Трапезанян Калуст Парнакович, это
надо иметь большое сердце, большую любовь к своей нации и большую любовь к абхазскому народу. Это человек, который для нас очень доступен в работе вместе с общиной всей Абхазии и города Сочи. Кандидатуру Галуста Трапезаняна также поддержали выступившие на съезде председатели всех районных общин республики. В итоге единогласным решением Галуст Трапезанян вновь возглавил армянскую общину Абхазии. А его заместителями были избраны Вараздат Минасян и Арутюн Зибелян. Эсма Гуладзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В феврале на территории Абхазии установилась по-настоящему зимняя погода. В горах и предгорьях выпал снег и даже замерзли некоторые реки, озера и водопады. Несмотря на то, что столбики термометров в первые дни февраля опускались до минуса 3-4 градусов, по словам специалистов, в этом году в республике все же теплая зима. А такая минусовая температура считается нормой. Как отмечают ученые, начиная с 1994 года в Абхазии наблюдается резкое потепление, а за последние годы температура в прибрежных зонах не опускалась ниже 0 градусов. Морозы, конечно же, бывают, но не часто. Многие надеются, что такое понижение температуры будет способствовать сокращению популяции сельхозвредителей. Однако, как говорят специалисты, резкие перепады температуры, конечно же, влияют на состояние живых организмов, в том числе и на человека. Но что касается вредителей, то они способны пережить даже более холодную погоду. По прогнозам специалистов, на протяжении последующих 5-8 лет особых изменений в климате страны не произойдет. А что касается этой зимы, то, скорее всего, снега и минусовой температуры больше не будет. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!